На площадках Восточного экономического форума подписано соглашение на сумму более 330 миллиардов рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что это лучшие показатели по сравнению с прошлыми форумами. Руководитель региона рассказал, что интерес со стороны компаний стран растет. Подписаны соглашения по развитию строительных проектов по возведению жилых кварталов, промышленности в Арктике с использованием атомных станций малых мощностей. Также с компанией «Алроса» объявили старт проекту «Мир глубокий» по строительству нового рудника в Мирном с капиталовложением на 120 миллиардов рублей. Более того, глава республики отметил, что санкционные изменения никак не повлияли на деловые отношения между Якутией и азиатскими странами-партнерами. И одним из важных достижений региона в этом форуме – это начало реализации нескольких проектов по модернизации энергетического комплекса республики. Якутия – крупнейший регион с децентрализованной энергетикой, наверное, не только в России, но и в мире. У нас свыше 143 объектов отдельных дизельных электростанций, и их модернизация – это важнейший вопрос. Совместно с компанией «Русгидро» при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока мы реализуем сейчас глобальный амбициозный проект модернизации, ну я бы даже не сказал модернизации, а строительства новых 72 дизельных электростанций гибридных, где вместе с дизельной генерацией есть и солнечная генерация, есть и ветряная генерация в них. Вот сегодня при присутствии министра энергетики страны Николая Григорьевича Шульгинова, который стоял тоже во главе этого направления, еще будучи руководителем Русгидро, мы запустили 4 станции в Момском районе, одном из самых труднодоступных районов нашей республики. Причем одна из этих станций в селе Хану Момского района сегодня является крупнейшей в мире солнечной электростанцией за полярным кругом. 1,5 мегаватта мощность. И мы в ближайшие годы, то есть в течение 22, 23, 24 годов, сможем достичь того, что в общем объеме децентрализованной энергетики 10% будут составлять именно возобновляемые источники энергетики. 5 сентября, в день открытия Восточного экономического форума во Владивостоке, Ильдархан Айсен Николаев подписал ряд стратегически важных соглашений. Первым мероприятием в программе стала встреча с генеральным директором акционерного общества «ГЛОНАСС». Совещание оказалось особенно актуальным на фоне выхода зарубежных компаний с российского рынка. Теперь работа отечественного «ГЛОНАСС» на территории республики является стратегически важным вопросом. Самый большой регион в России, которым является Саха, Якутия, может стать для нас приоритетом, потому что то есть мы работаем со многими регионами, но вот специфических проектов для этих регионов у нас мало. Документ подразумевает подготовку высококвалифицированных управленческих кадров в республике, исходя из запросов самого региона. На прошлом ВЭФе программа, которая называется «Муравьев-Амурский», подготовка управленческих кадров для Дальнего Востока. Это 50 человек, отобранных тщательным образом, которые теперь учатся. Прошло 3 модуля, и мы подошли к той стадии, когда думаем о будущем трудоустройстве, так как программа предполагает 2 года трудоустройства после окончания программы. И первый регион, с которым мы подписались сегодня, это Якутия. Работа делегации коснулась и модернизации почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Здесь в рамках подписанного соглашения с Почтой России в республике будет реализован ряд мероприятий. Как подчеркнули представители компании, Якутия всегда оказывает поддержку Почте России, в том числе и по вопросам реализации социальных проектов. Во-первых, я хочу поблагодарить главу Республики Саха-Якутия за его поддержку. Почта России, он поддерживает нас во всех наших проектах, которые мы реализовываем в республике. И с 1 сентября мы запустили также проект по поддержке пенсионеров. Теперь почтальоны будут помогать пенсионерам. Мы запускаем проект в этом году дистанционная доставка лекарств. Из отделения Почты России можно будет заказать дистанционное лекарство, и почтальон ее доставит на дом тем людям, которые не могут, например, прийти в аптеку. Пожалуй, важнейшим событием для развития промышленности региона на нынешнем форуме стал запуск работы Сыллахского угольного разреза. Прогнозируется, что объем добычи угля на предприятии достигнет 6,5 тонн в год, а объем продукции после обогащения составит 4,5 тонны коксующего угля.
А эта площадка для нас счастливая, я честно скажу, потому что на полях форума были инициированы и стартовали крупнейшие инвестиционные проекты, ставшие уже частью успеха экономики республики. И уверен, что вот и проект освоения Салазского месторождения, который сейчас стартовал, в ближайшие годы тоже станет одним из локомотивов развития угольной промышленности и Дальнего Востока, и в целом страны. Более того, завод по производству сжиженного природного газа появится в Якутии. Документ подписали Корпорация развития Дальнего Востока, Росойл, ГК «Старвей», Газпром СПГ «Технологии» и Агентство по привлечению инвестиций республики. Объем инвестиций предварительно составит 6 миллиардов рублей. С помощью проекта будет создано 100 новых рабочих мест, упростится доставка нефтепродуктов в районы северо-якутской опорной зоны. Также проект предусматривает создание крупного транспортно-логистического узла. Строительство инфраструктурных проектов в регионах ежегодно остается одной из главных тем Восточного экономического форума. В первый же день Якутия подписала сразу 3 соглашения о реализации в регионе крупных инфраструктурных проектов: завода крупнопанельного домостроения, микрорайона «Звездный» и нового жилого комплекса бизнес-класса на 200 тысяч квадратных метров жилья. Граждане получат жилье доступное. Во-первых, это и ипотечные программы, во-вторых, это и специальные программы по переселению из ветхого аварийного жилья. Ну и, конечно, рынок получит столь необходимые метры, ведь в Якутске у нас самый высокий спрос на жилье, он сохраняется. И я думаю, что цены как раз по итогам реализации таких проектов пойдут на снижение. Современный жилой комплекс «Лена Пиларс» по замыслу архитекторов станет примером масштабной реконструкции исторических районов города. Новый жилой комплекс в районе Речпорта объединит бизнес, культуру и жилье на берегу реки Лены, а также станет речным фасадом столицы республики. Класс квартир в этих домах будет приближен к уровню бизнес, однако цена за квадратный метр останется более чем демократичной. Заход девелоперов, застройщиков частных компаний – это показатель эффективности этой меры. Таким застройщиком как раз является одна из наших крупных логистических компаний, которая долгое время работает на территории Якутии, компания «Старвей». Сейчас планирует реализовать в районе речного порта города Якутск крупный проект по застройке территории с хорошим видом, очень сбалансированный с точки зрения концепции развития и с точки зрения транспортной доступности. И я считаю, что этот проект на самом деле должен быть таким продолжением успешной реализации проектов комплексного развития территории. Еще одно соглашение касается строительства в республике завода крупнопанельного домостроения. Мощности завода позволят ежегодно строить от 50 до 70 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, реализация проекта обеспечит рабочими местами порядка 80 тысяч человек. Поздравляем участников с успешным подписанием соглашения. Продолжится и работа по строительству микрорайона «Звездный». Первая очередь будет сдана в конце этого года. Большинство новых квартир получат жители аварийного жилого фонда. Уделили внимание и общему внешнему виду столицы Якутии. Глава города Евгений Григорьев представил мастер-план развития Якутска на полях ВЭФ-2022. С точки зрения старого города Залога нужно понимать, что наш город самый старый город на Дальнем Востоке. Форпост освоения всего Дальнего Востока. И у нас сохранились уникальные деревянные дома, которых нет на Дальнем Востоке, 18 века строения. И мы хотим восстановить все это дело, чтобы дать городу Якутску историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность, чтобы он оставлял. С точки зрения парка, мы в ходе работы по мастер-плану основной запрос населения был направлен на общественные пространства, зоны рекреации. Самая большая точка у нас – это городской парк. Ему уже скоро 90 лет. Морально-физически устарел, необходимо обновлять. И вот с точки зрения комплексного подхода аквапарк, парк, экстрим-парк, чтобы наша молодежь и жители города, и всей республики нашли в нем круглогодичную форму отдыха. Мастер-план предусматривает реконструкцию городского парка со строительством аквапарка, создание нового центра города вокруг озера Сайсары и обновление района Залог. План развития столицы Якутии рассчитан на реализацию до 2032 года.
В эти дни Якутия традиционно представила свой павильон на полях ВЭФ-22. На территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходит форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов», который проводится в рамках плана мероприятий представительства России в Арктическом совете. Так, одним из спикеров площадки стал Владимир Васильев, директор международной организации северных регионов «Северный форум», который рассказал, как в быстро меняющихся условиях организовать международное сотрудничество. Мы сейчас разработали новую концепцию развития нашей организации с поворотом в сторону Азии, восстанавливаем наши былые связи и для этого создаем новые структуры своей организации для расширения нашей инфраструктуры, для активизации всех наших спящих, скажем так, контактов. И уже, например, в Китае вышли на уровень самых ответственных лиц, которые отвечают за арктическую политику Китая, которые сейчас создают именно эту политику. И есть большой интерес. Республика активно представляет интересы малочисленных народов. На форуме Айсен Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мы совместно ведем работу о признании статуса сельхозтоваропроизводителя и субъекта малого предпринимательства общин коренных малочисленных народов. Вот это уже несколько лет мы ведем эту работу, и мы знаем, что вот в республике принят такой акт, республиканский, о том, чтобы на местном уровне признать его сельхозтоваропроизводством общины республики. В рамках соглашения предусмотрена работа по защите исконной среды обитания малочисленных народов, традиционного образа жизни и промыслов. Сейчас развитие арктических территорий является приоритетной задачей не только для республики и Дальнего Востока, но и для всей страны. И первый день форума показал, как сейчас развивается и будет развиваться арктическая политика региона. Якутия представила 7 инновационных проектов на ВЭФ-22. На площадке территории инноваций Росконгресса показали систему противодействия лесным пожарам, книги с дополненной реальностью «Мультидетек», твердотопливные котлы, машину типа «Дом на колесах», электровелосипед и ПО от Сайберия. Как отметил министр инноваций республики Анатолий Семенов, площадка ВЭФ для якутских разработчиков – это возможность напрямую пообщаться с инвесторами и расширить каналы сбыта. Очень важно, чтобы там Минвосток, РДВ, которые здесь находятся, то есть смотрели эти проекты, видели и потом верили в эти проекты, чтобы когда мы шли с замерами поддержки, будь это преференции, будь это субсидии какие-то, они будут понимать, или открытие доступа к каким-то рынкам, они будут понимать, что в Якутии, не словом, а делом могут потрогать. Все же люди одинаковые, пока не пощупаешь, не потрогаешь, не поверишь в проект, скажем так, Вот теперь видно, что у нас даже электровелосипеды есть. И это позволяет ребятам находить коммуникации, общаться с людьми и уже непосредственно с ними отрабатывать дальше. Потому что Восточный экономический форум – это такой эксклюзив для Дальнего Востока. Подписан ряд соглашений и с Амурской областью. Первый меморандум предусматривает сотрудничество в строительстве железнодорожного моста Джалинда-Мохе. Его строительство позволит увеличить пропускную способность железной дороги для вывоза грузов из Южной Якутии. Второе соглашение с Амурской областью заключило Республиканское министерство предпринимательства, которое предусматривает сотрудничество в сфере туризма. Мы сегодня работаем очень активно в сфере развития промышленного туризма. У нас Амурская область – это область с таким промышленным потенциалом. На территории области строится газохимический кластер. Это крупнейший кластер. И на сегодня Амурский газохимический комбинат и Амурский газперерабатывающий завод. Это два таких знаковых объектов туризма, которые у нас будут в будущем. На сегодня нам тоже есть что показать. Это космодром Восточный, первый в Российской Федерации космодром гражданского назначения. Произошло уже 11 пусков, поэтому, думаю, туристам будет однозначно интересно воочию увидеть и побывать на космодроме Восточный.
За второй день программы главой республики было подписано 2 важных соглашения по линии промышленности, а также ряд других мероприятий, среди которых можно выделить заявление главы республики и представителей компании «Алроса». В 2017 году добыча на знаменитом месторождении «Мир» была приостановлена. При этом на рудник приходилось около 9% от общего объема всех добываемых алмазов компании «Алроса». И вот, наконец, на площадке ВЭФ был дан старт проекту «Мир глубокий». Мы будем использовать тот же способ проходки, который использовался при строительстве рудника «Мир» и строительстве рудника «Интернациональный». И мы видим, что, собственно, мы никак не зависим от оборудования недружественных стран. Все эти технологии сегодня есть в России, все это необходимое оборудование. Горизонт инвестиций существенный, это больше 10 лет, потому что только строительство стволов займет срок свыше 7 лет. Данные инвестиции не повлияют сильно на рост инвестиционной программы группы «Алроса». Компания способна сегодня финансово осуществлять эти инвестиции. Самым главным условием реализации проекта стало обеспечение безопасности как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации рынка. Особое внимание при этом будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. И, безусловно, мы рады, что решение принято о начале работ по конкретному уже строительству рудника «Мир глубокий». Решение обсуждалось на всех уровнях, принципиальная поддержка получена, и компания начинает эту работу. Мы понимаем, что это долгий срок. Только с 30-го года начнется первое поступление от продажи алмазов от этого месторождения. Вместе с тем мы сегодня видим, что компания исполняет все свои социальные обязательства и по отчислению налогов, по сохранению рабочих мест. Тем временем глава республики и акционерное общество «Элемент» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ коснулся создания технологической компании в области углеродных технологий. Кроме того, главе представили комплексный проект по созданию суперконденсаторов, смысл которого – создание продуктов, которые будут применяться в области управления электроустановками. В октябре месяце мы завершим различные мероприятия по структурированию проекта, как в технологическом, финансовом и организационном плане, с тем, чтобы уже в конце этого года приступить к активной фазе реализации проекта, который займет у нас от 18 до 24 месяцев. Имеется в виду запуск серийного производства суперконденсаторов. Айсен Николаев, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и компания «Русгидро» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках использования инструментов механизма «Дальневосточная концессия». Реализация проекта позволит существенно повысить надежность обеспечения потребителей электроэнергии. Это также отразится и на развитии туристической и сельскохозяйственной сфер республики. Планируется, что линия будет построена за 3 года. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. Впервые за долгое время компания «Росгеология» ведет работу сразу на 9 участках месторождений на территории Якутии. 6 из них – это месторождения крупных полезных ископаемых, а 3 – нефти и газа. Вопрос расширения присутствия компании на территории региона, а соответственно привлечения дополнительных инвестиций и создания рабочих мест обсудили глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор компании «Росгеология» Сергей Горьков. Очень важно, что очень диверсифицированный подход, то есть это не только золото, да, или, например, в твердых, но это и уголь, и цветные металлы, есть и золото, соответственно, да, есть направление алмазы, то есть это вся палитра, да, в том, что представлено в земле Якутии. Ну и, конечно, для нас, мы считаем, активизация позиции по нефти и газу очень важна, поиск новых участков, все-таки месторождение, на которое можно рассчитывать среднее или более-менее крупное, это Восточная Сибирь, то есть это Якутия. Поэтому и наша стратегия в этом определена, как раз поиск по газу и нефти вести в Якутию. Поэтому мы рады, что объемы увеличиваются, и будем продолжать эти работы в дальнейшем. Найти работу в промышленных компаниях поможет приложение якутских разработчиков nabachtu14.rf. Его также запустили на полях ВЭФ-22. Благодаря проекту более 1200 якутян уже смогли трудоустроиться в компании, осуществляющие свою деятельность на территории республики. Теперь платформой можно будет воспользоваться и через телефон. Можно смело говорить о том, что очередной проект якутских разработчиков вышел на федеральный уровень.
1217 семей получили доход от промышленных компаний, и свыше 100 миллионов рублей ежемесячно направляются в села, в улусы, в семьи, и тем самым развивают там свою микроэкономику. Сейчас мы в рамках реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, будем привлекать из центральных регионов на Дальний Восток и арктическую зону Российской Федерации. Немаловажную часть отвели энергетике и развитию этой отрасли в разных регионах Дальнего Востока. Так, якутская делегация приняла участие в торжественном запуске сразу 4 гибридных энергокомплексов. Ввод в эксплуатацию объектов обеспечит экономию 980 тонн дизельного топлива ежегодно и снизит затраты на топливо почти на 30% после выхода на окупаемость. Объем инвестиций составил 1,7 миллиардов рублей. Разрешаю. Комплексы запустили в 4 селах. Для их модернизации используется технология автоматизированного гибридного энергокомплекса, который включает дизельную генерацию, объект ВИЭ, систему накопления энергии и единую систему автоматизированного управления. Безусловно, вот та огромная экономия дизельного топлива, которая идет сегодня, это не только вклад в огромную экологию поселков, но это, конечно же, и прямые уже выгоды для энергокомпаний, потому что каждая тонна дизельного топлива в таких поселках, как Ану, в других поселках Мунского района, Верхоянского района, других российских наших районах, поверьте мне, это поистине на вес золота. И вот каждая тонна, она для обычных других регионов, наверное, это чуть ли не 10 тонн. Напомним, Якутия реализует крупнейший в России проект по развитию солнечной энергетики в изолированных районах. До 2024 года в регионе в общей сложности будут модернизированы 72 дизельные электростанции. 5 из них уже были запущены на полях последних 2 ВЭФ. Таким образом, площадка форума становится платформой для развития зеленой энергетики в регионе. 6 сентября в рамках ВЭФ прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Экспортер года». Якутская компания «Сахачай» стала победителем в нескольких номинациях. Предприниматели заняли 2-е место в направлении «Экспортер года» в сфере готовой продукции агропромышленного комплекса. А сама Нургуяна Заморщикова удостоилась 3-го места в номинации «Лучшая женщина-экспортер». Мы делаем полный цикл обработки сырья, начиная со сбора листьев, переработки, производства, фасовки, реализации. Полностью вот наша компания этим занимается. И мы создаем рабочие места именно сельскому населению, тем, кому это больше всего нужно. Значительная часть форума посвящена предпринимательству и туризму в регионе. Туризм стремится быть ключевой отраслью экономики республики, и его развитие становится одной из приоритетных задач для руководства Якутии. Очень важно, чтобы коллеги из соседних регионов Дальнего Востока формировали те продукты, которые бы не конкурировали между собой, а добавляли и усиливали бы вообще макротерриторию Дальнего Востока. Мы работаем над увеличением туристического потока для развития массового туризма. Первый же объект является туристический кластер «Ленские столбы». В индивидуальном туризме мы развиваем такой кластер, как полюс холода и Мекон. Сегодня мы создаем конкурентную среду, в которой мы будем увеличивать качество сервиса. Между тем, в Якутске будет построен адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Министр экономики Якутии Майя Данилова подписала соглашение с представителями компании «Прошкола». Известно, что новый центр будет предназначен для круглосуточного пребывания в школе-саду и получения профессионального постшкольного образования для социальной адаптации. Полная стоимость центра составила около 5 миллиардов рублей. Сроки реализации проекта до конца 2024 года. Главное то, что мы получим самый современный, наверное, пока единственный, первый в России комплекс адаптивный для детей с ограниченными возможностями. Это будет не просто школа, планируется и строительство детского сада. Школа на 550 мест, детский сад на 200 мест и интернат на 350 мест. Вот. И все это нам в комплексе в очень красивом месте, на Сергелявском шоссе, в городе Якутске, позволит создать вот такое вот комфортное условие для вот таких вот особенных ребятишек.
Это очень важно. Важно то, что проект реализуется по федеральной программе Минпросвещения Российской Федерации совместно с ФБРФ. Это прошкола, это структурное подразделение ФБРФ, с которым мы сегодня подписали соглашение концессионное. Федеральная субсидия составит 1 миллиард 300 миллионов рублей. Восточный экономический форум – это площадка для всесторонней демонстрации возможностей регионов Дальнего Востока. Так, помимо деловой программы, представлена и обширная спортивная. В павильоне Якутии стартовали соревнования по масс-рестлингу «Кубок Колмар». Всего принимают участие 15 стран, в том числе спортсмены из Якутии. В нашем турнире участвуют 15 стран. Мы вызвали по одному спортсмену с этих стран, и они будут принимать участие на этом турнире. Также мы в этом месте же тоже проводим национальное многоборье. Национальное многоборье тоже в этом сегодня будет. Но благодаря сегодняшнему дню, солнцу, да, я думаю, что мы проведем этот турнир на высоком уровне. Мы вот сейчас, через час будем уже подписывать соглашение с компанией «Мой спорт», который внедряет по всему Российской Федерации цифровизацию в сфере спорта. И мы сегодня подписываем это соглашение. И в нашей республике в сфере спорта уже начнется цифровизация всех нашей отрасли. На третий день экономического форума проведены рабочие встречи с представителями федеральных министерств и ведомств. Арктическая часть Якутии пополнится новым горнопромышленным кластером. Планируется, что новое предприятие даст толчок промышленному и социально-экономическому развитию Устьянского и Верхоянского районов. На фото-видео. Поздравляем еще раз, аплодисменты. Министерством природных ресурсов. На территории двух арктических районов республики планируют освоение месторождений Куларского золотоносного района, золоторудного месторождения Кючус, месторождения олова ручей Терехтях и депутатского лаворудного месторождения. Совокупные балансовые запасы золота составляют 175 тонн, олова – 324 тысяч тонн. Выход на проектную мощность месторождений запланирован в 2026-30-х годах. Объем добычи – 10 тонн золота и 5000 тонн олова ежегодно. Общий объем инвестиций в проект составит 235 миллиардов рублей. В планах создать 5111 новых рабочих мест. Есть известная легенда о том, что когда Бог пролетал над Якутией, распространяя ценные ресурсы, у него руки замерзли, он все выронил. Но Якутия громадная, и разработка полезных ископаемых сопряжена с большими сложностями в части логистики, в части обеспечения энергетики, доступности месторождений. И сегодняшнее соглашение очень важное. Это новый подход. Результатом будет рост, как говорят профессионалы, добычи, рост налоговых поступлений и рост благосостояния жителей Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Спасибо. Еще одним итогом ВЭФ можно назвать и тот факт, что туризм в Якутии станет более доступным. Это стало возможным благодаря соглашению региона с Ростуризма. Туроператор «Интурист» с конца ноября этого года организует для жителей республики субсидируемые чартерные рейсы. А федеральное ведомство компенсирует половину стоимости расходов для того, чтобы перелеты для туристов были дешевле и удобнее. Туроператор формирует комплексный туристический продукт, где продумывает всю маршрутную сетку, делает интересные туристические предложения. И все это можно приобрести будет в 2–2,5 раза дешевле, чем при самостоятельной организации такой поездки за счет наших субсидий туроператорам. Финальным акцентом стала рабочая встреча якутской делегации с зампредом правительства РФ, министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым. Стороны обсудили вопросы транспортной и промышленной инфраструктуры региона и обозначили дальнейшие планы совместной работы.